Отрывки из книги Василия Васильевича Илларионова «Искусство якутских аланхасутов». Якутский эпос известен нам благодаря искусству аланхасутов, его первых творцов, исполнителей и хранителей. Аланхасуты, как и сказители многих других народов, не являются профессионалами. Однако народ высокое звание аланхасут давал только тем лицам, которые удовлетворяли эстетические и духовные потребности эпической среды, обладали настоящим талантом создателя и исполнителя и, наконец, ценили и уважали аланхо, ради исполнения которого забывали свои личные интересы. К личным именам некоторых сказителей добавлялось почетное прозвание аланхасут или иры, что, конечно, являлось свидетельством признания таланта и способностей народных аланхасутов. Так известны имена аланхасут Алода, Чурапчинский район, аланхасут Митерей, аланхасут Нагарка, Усалданский район, Иры Илджа, Амгинский район, Иры Сенче, Иры Кахак, Сунтарский район, Иры Дгияр и другие. В каждом наследии Улусе были свои знаменитые сказители. Народ любил их и признавал аланхасутов как носителей и хранителей духовного наследия. Образы древних сказителей сохранены в легендах и преданиях. Вацлав Серашевский записал легенду о знаменитом аланхасуте Артамоне. Голос его обладал звучностью, пение душою. Когда он пел, с женщинами случалась истерика. Мужчины, очарованные, ослабевшие точно маленькие дети, не могли уйти. От его пения сохли деревья, и люди теряли рассудок. Современные аланхасуты Татинского района помнят предание о легендарном Килемпере. По их признанию, самое популярное в бывшем батурусском улусе аланхо Нюргун-Батур Стремительный получила всеобщее признание благодаря великолепному исполнению Килемпером. Когда он пел богатырские монологи, звенела медная посуда, с потолка сыпалась пыль. Такими же аланхасутами, обладающими сильным голосом, считаются Табахыров, Татинский район, и Иев Новгородов, Еги-Хотов, Чурапчинский район. Об аланхасуте Протопопове писали так. Когда он начал сказывать, в хатоне послышался возглас «да, да», потом за печкой. Аланхасут, не обращая на это внимания, продолжал еще вдохновеннее сказывать. В это время из-за печки вышла женщина со старинными украшениями и села на кровать, расположенную против входа. Тогда аланхасут сказал: «Я сказываю хозяину дома, а не тебе», и ожигом удалил ее. По преданию, исполнение аланхо иногда спасало сказителей от гибели. Например, рассказывают, что аланхасут из Сунтарского района Иры Титов, случайно попав в водоворот порога Малая Хана реки Вилюй, спасся от неминуемой гибели, очаровав своим искусством духа хозяина этого грозного порога. Он якобы в течение 9 суток, находясь в плену водоворота, беспрестанно исполнял аланхо. Основная часть преданий об аланхасутах отразила сюжет состязания сказителей с дьяволом Абагы.
Такие предания встречаются довольно часто и широко распространены по всей Якутии. Существует предание об Аланхасуте Холджуконого, который в рассвете сказительской деятельности состязался с Абаагы. Чтобы перепеть его, он в быстром темпе проговорил труднопроизносимое слово и сразу сказал: «А все-таки я тебя превзошел». С хорошим певцом дьявол вместе поет. Говорит якутская пословица. В 1861 году один якут ехал из Верхоянска домой и пел дорогой. А на облаке вместе с ним черт запел, и пел вместе с ним так долго, что якут с песней доехал до дому и с песней взошел в дом. Этим только и избавился от дьявола. А сказитель из Носко исполнял Аланхо, говорят, 3 года не давал своих людей духу болезни. Аланхо застилает глаза духу болезни так, что тот не замечает живых людей. Вот так некоторые легенды и предания бытуют до сих пор.